На территории Сунжи грядет знаменательное событие, которое ожидают как зоозащитники, так и все неравнодушные жители региона. В скором времени здесь распахнет свои двери долгожданный приют для бездомных животных, первый в своем роде на территории всей Ингушетии. В настоящее время строительство объекта находится на самых начальных этапах, но уже сам факт начала работ дарит надежду тысячам четвероногих, оказавшихся на улице. Земля под строительство уже выделена, и начался самый первый и фундаментальный этап – подготовка участка. На данный момент строительные работы еще не начались. Все силы и ресурсы направлены на то, чтобы максимально качественно подготовить территорию для дальнейших масштабных этапов строительства. Ведь от того, насколько тщательно будет проведена подготовка участка, зависит эффективность и безопасность всего будущего комплекса. Сейчас на территории, выделенной под приют, работа направлена на очистку территории от мусора, растительности, камней и других препятствий. Также параллельно идет нанесение разметки согласно проекту, где будут располагаться основные здания приюта, вольеры, прогулочные зоны и другие объекты. Именно в осени начали наше благоустройство земельного участка, потому что нужно переждать осенне-зимний период времени, чтобы произошла усадка грунта. И уже со следующего года начнется уже этап подготовки именно коммуникационных систем, то есть свет, газ и, соответственно, электричество. Проект на данный момент полностью разработан нами. Он предусматривает количество пребывания животных около 120 кошек и 60 собак. Проект приюта разрабатывался с учетом самых современных стандартов содержания животных, поэтому внутри будут предусмотрены все необходимые условия для их комфорта, безопасности и скорейшего восстановления. Основные зоны и помещения приюта – собачьи вольеры, которые будут оборудованы просторно, где собаки смогут свободно передвигаться. Каждый вольер будет иметь укрытие от непогоды, миски для еды и воды. Кошачьи блоки планируются отдельные и уютные, где каждая сможет найти свое укромное место. Кошки будут содержаться в группах, совместимых по характеру или индивидуально, чтобы обеспечить им максимальный комфорт и безопасность. Ветклиника соответствующая, где будут проходить все необходимые процедуры. Также будет содержаться именно теплый вольер, холодный вольер. И также наша, так сказать, так как приют он нуждается в постоянном финансировании, мы хотим на базе приюта реализовать первый музей о бездомных животных, вообще в целом о бережном отношении к животным. Второе, то, что на приюте также будет предусмотрено соответствующее кото-кафе, где люди могут как бы побыть наедине с животным. Это не просто развлекательная часть заключается, о том, чтобы мы хотим максимально большое количество кошек пристроить в новые дома. Строительство приюта для бездомных животных в Ингушетии – это не просто очередной проект. Это прямой ответ на острую и давно назревшую необходимость, которая годами ощущалась жителями республики. И что самое важное, на многочисленные обращения и просьбы людей, звучавшие как в онлайн-пространстве, так и лично властям субъекта. Именно благодаря этому единому голосу общественности, желанию тысяч людей видеть свою республику более гуманной и ответственной, был дан зеленый свет проекту приюта, инициатива которая долгие годы оставалась лишь мечтой и темой для обсуждения, наконец-то начала воплощаться в жизнь. Сравнительно недавно полномочия по решению вопросов по безнадзорным бездомным животным были переданы с регионального уровня на муниципальность. С данной инициативой вышли депутаты городского совета, в частности, курирует этот вопрос Адам Калимат, заместитель председателя городского совета депутатов. Администрация, в свою очередь, поддержала эту инициативу, и мы приступили к практическому решению данной ситуации. Отдаленная локация от населенного пункта была выбрана не случайно. Лай собак и в меньшей степени мяуканье кошек, особенно в стрессовых ситуациях, может создавать дискомфорт для жителей, живущих по соседству. Размещение приюта на значительном удалении от жилых домов и кварталов поможет свести к минимуму шумовое загрязнение, обеспечивая тишину и спокойствие для людей. Также может служить дополнительной мерой безопасности для самих животных. Будущий приют будет расположен на 2 гектарах земли. В скором времени властями начнется поиск инвесторов для строительства объекта и решение других серьезных вопросов. Сам по себе муниципальный бюджет не в состоянии справиться с такой нагрузкой разово, поэтому нам придется либо участвовать в грантах, либо прорабатывать вопрос с инвесторами. Приют для четвероногих друзей – это не только шаг к решению практических задач, но и решение, направленное на улучшение качества жизни, причем как людей, так и братьев наших меньших. Этот приют станет символом того, как совместные усилия власти и общества могут привести к реализации по-настоящему добрых дел. Мадина Цоро, Билал Ахильгов, Магаз 24.